Благоустроенные парки, скверы, детские площадки. То, что давно требует перемен, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» обретает новую жизнь. Все с учетом мнения граждан. Жители выбирают территории и то, какими они должны быть на рейтинговом голосовании. Какие объекты Малгобека благоустроить в 2020 году и какие претендуют на преобразование до 2022 года, расскажет наш корреспондент. Эти выбоины и ухабы на проезжей части и скапливающиеся в них лужи грязи пешеход так легко не обойдет, а водитель не объедет, не нарушив правила дорожного движения. Улица Трудовая не без преувеличения считается самой проблемной по всем параметрам архитектурного устройства. Радимхан Тимирханова проживает здесь около 40 лет и за это время настрадалась от постоянных затоплений. Вся вода после проливных дождей и весеннего таяния снега стекается во дворы. Новость о скором благоустройстве улицы она, как и другие жители, встречает с огромной радостью. 40 лет около някыштани проблемы жолыш хадуахтха. Тою харбяли, тоя ампедим чиши юагч без нормально тоя дидизерди адаться волхуш холч. Ханзер я хадикхт хонер вож выбрать я дикхт хони илц. Далдык доктор чөзүндө дал мяшлыл долчу. Жадикхтсун. Эгил ха илца тоя езер фи беришти деш агодол штрато аржбах без. Освещение холес. نق خوز عود چه حلود چه دیگه خوباتش نه خاطر نه خوبولش خوز واجد قبول خوز خیت خسون از خوز خیت دواتر ملو مسنی نه اوز مل باخت جان خیت سون خیت ده اشت خوز هر این بیر شکل دوخت خمش هذا بخبيس على أغنى عدد دينتا زوا عدل خيري بين تربينج بخبر أو حل كستان بستان سقاطش واخش بيرش حل أي وقتوش ديك دات صرت وار خلوش هم خلوش كاد شيء نعطوا كيس كاخد بيرج لعود أدول إيرين لرت حمت إيخي تبيعكش قبارجو يشوش خلط حماش. سو هاد أبول بوميوخ ده رياس خلط شوان خلط أبول شا خلط زق خاشو رياس خلط شوان. Протяженность улицы 400 метров. Ситуацию усугубляет и тот факт, что именно через нее лежит путь в школу и детсад. Нет тротуара, как и освещения. Отсутствуют дорожные знаки, пешеходные разметки и бордюры. Местные администрации заверяют, все это в скором времени останется в прошлом. В этом году примутся за благоустройство этой и остальных 5 общественных территорий, которые, кстати, горожане сами выбрали путем голосования. Из представленных 10 на сайте администрации города это улицы Гоголя, Тимирязева, Нурадилова, Горская и Красноармейская. На данной территории планируется асфальтирование проезжей части автодороги, тротуар пешеходный, планируется еще освещение и ливневая канализация. До начала, значит, этих строительных работ нами уже проведены такие мероприятия, как разработка и утверждение дизайн-проектов. Дизайн-проекты мы уже опубликовали на официальном сайте администрации, то есть люди могут заходить на сайт администрации, смотреть и видеть примерную картину, какой будет общественная территория по окончании строительно-монтажных работ. Эстетический вид портят и эти деревянные насквозь прогнившие опоры линии электропередач. Их, кстати, заменят на новые бетонные, кроме вот таких, которые принадлежат компании Ростелеком. То ли их время так подкосило, или же это задумка автора – устроить опоры на примере Пизанской башни. Ясно другое, что куча проводов, да и само такое произведение искусства вблизи частного домовладения выглядит небезопасно. Они в непригодном состоянии, даже представляют угрозу опасности для граждан. Мы неоднократно с письмом обращались с просьбой реконструкции данных столбов, либо замене, либо вообще убрать, если необходимости в них нет. Но, думаю, на сегодняшний день мы повторно направим письмо по общественным территориям, 6 общественных территориям, которые в этом 2021 году благоустроить. А ответ какой-нибудь приходил? Ну, у них ответ приходил, что не заложены средства, пока денежных средств нет, ссылаясь на это, что до сих пор никакой реакции нет. Создание современных и комфортных условий в городах и селах – одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект формирования комфортной городской среды. В его рамках запланировано благоустройство и других общественных территорий. И снова путем голосования уже на онлайн-платформе «Городская среда». Горожане смогут выбрать более приоритетные для реконструкции уголки города на 2022 год. Мы находимся на одной из улиц города Малгобек. Это улица Мира, которая включена в список улиц, подлежащих благоустройству на 2022 год.
С 26 апреля по 30 мая в этом году, 2021 текущем году, будет проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства с целью формирования комфортной городской среды. Эта улица включена в список улиц, так как здесь рядом находятся социальные объекты, как больница ЦРБ номер 1 города Малгобек и СОЧ номер 20. Данная улица в состоянии удовлетворительное. Необходима реконструкция проезжей части с устройством дорожного полотна. Также необходим тротуар для пешеходов, озеленение и освещение данной улицы. Пока горожане будут голосовать за комфорт на своих улицах, также смогут наблюдать за общественными территориями, которые благоустроят в этом году. Работы начнутся уже совсем скоро, с первыми теплыми днями. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Хасмагомед Моисигов, Новости 24.